Začeli. Spoštovani gledalci, danes se bomo pogovarjali z našo gostjo iz Rusije, znano literarno zgodovinarko Ljudmilo Ivanovno Saraskino. Njena monumentalna biografija Dostojevski je spomladi leta 2020 izšla tudi v slovenščini. Z njo se bom pogovarjal Borut Kraševec, ki sem to biografijo tudi prevedel. Людмила Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Борут. Здравствуйте. В этом году, как известно, в России, Словении и по всему миру отмечали 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Как в России отметили этот юбилей? В России этот юбилей отмечали так широко, как я даже не могла себе представить. И это при том, что пандемия, это при том, что было на самом деле не так много встреч очных, личных, много происходило дистанционно, в Зуме, но тем не менее произошло все, что должно было произойти. И Россия разделилась на много городов, много территорий, много площадок. Но в Москве, то есть вот центральное празднество проходили в двух территориях. Это Москва и это Санкт-Петербург. В Москве знаменательным событием было открытие Московского дома Достоевского на Божедомке. Дали здание, все, была полная реконструкция, она длилась 3 года. И вот все отмечали, что 11 ноября, в самый день рождения, президент нашей страны вместе с министром культуры посетили этот музей. Вот они ходили, нам показывали по телевизору, как они ходят, смотрят экскурсию, поздравляют. Но опять же, предполагалась встреча президента с исследователями. Но этого не произошло, потому что опять-таки пандемия. И поэтому вот мы видели только, как Путин встречается с Ольгой Борисовной Любимовой. Это было центральное событие Москвы. Но центральное событие научное было все-таки в Петербурге. И интересно было, что объединили сразу 3 площадки. Пушкинский дом, первая площадка, Санкт-Петербургский университет, вторая площадка, и музей Достоевского, третья площадка. Они были равноценны, но все-таки центральное событие, открытие конференции произошло в Пушкинском доме. И вот мне предоставили такую тоже честь. Я выступала именно на пленарном заседании в Пушкинском доме. Вот, с очень неожиданной для себя самой темой. Я ее специально написала для этого выступления. Там была некоторая интрига, и это называлось «Я хотел бы быть Достоевским». И я заявила эту тему «Эхо литературного сюжета». Никто особенно не мог понять, о чем пойдет речь. А речь шла о том, что это в пьесе Чехова «Дядя Ваня». Это он жалуется на свою несчастную жизнь, на то, что он потратил жизнь впустую, и говорит, я хотел бы быть Шопенгауэром, Достоевским. И вот это «я хотел быть Достоевским», оно ведь звучит уже 100 лет. Со всех театральных площадок, со всех сцен, кино, 38 экранизаций, огромное количество спектаклей по всему миру, от Америки до Аргентины, до Японии, где хотите. И вот это «я хотела бы быть Достоевским» – это очень такая вещь заманчивая, интригующая, актерами всего мира озвучиваемая. И я попыталась понять, что такое быть Достоевским. Вот такая была у меня тема. Ну и кроме этого были конференции в Калининграде, в Омске, в Нижнем Новгороде, вот в таких крупных российских городах. И кроме этого, знаете, что меня поразило? Вот я могу говорить только за те места, куда меня пригласили. Я побывала, опять же, дистанционно в тех местах, о которых я не знала даже, что там есть университет. Например, Тараклия. Это маленький университет в Молдове. Или Никшич. Это маленький университет Черногории. Меня пригласили, я выступала там, я познакомилась с коллегами оттуда и оттуда. И, конечно, большой был симпозиум в Барселоне. И русские вечера в Мехико. Вот огромный диапазон. И знаете, это еще не заканчивается. Отовсюду пишут, что так всем понравилось. Да, я уже не говорю о том, что было в моем институте искусствознания, где я была куратором этой конференции, собрала 50 человек, говорили Достоевский в искусстве.
Вот, это тоже была Австралия была, Великобритания, тоже много стран и участвовали. Так что и отовсюду пишут, знаете, вот давайте еще продолжим, давайте не заканчивать. Вот почему мы должны ограничиваться этим годом? Давайте еще. Ну, давайте. Да, да. Ну, можно сказать, отметили более чем достойно. И Да, у я нас тоже, у нас думаю, что тоже. да. Ну, И, конечно же, это все не закончится, потому что мы дальше будем переводить Достоевского заново. Вот я возьму вскоре после Нового года за новый перевод «Бесов», и будем, надеюсь, читать, как все предыдущие десятилетия, насколько я помню. То есть Достоевский – это какая-то постоянная величина в нашей жизни, который сильно все-таки не меняется из-за какого-то юбилея. Он присутствовал и раньше, и будет присутствовать дальше. И вот следующий вопрос. Может ли это когда-нибудь поменяться? Мне по этому поводу вспомнили слова украинского писателя Юрия Андруховича. Он как-то сказал: «Не знаю, сколько еще нужно поколений, чтобы на Западе наконец прозрели и увидели Достоевского таким, какой он есть в действительности. То есть местами довольно посредственным беллетристом и одновременно реакционным, очень опасным мыслителем». Эта мысль, думаю, звучала уже и раньше по поводу Достоевского. И сейчас в наши времена тоже интересны. Может ли что-нибудь поменяться? Как вы, наверное, слышали, на Западе появились такие понятия, как cancel culture, то есть культура отмены, новое поколение woke, которое чувствительно относится к некоторым социальным и другим вопросам. То есть меня интересует, вы не обнаружили на Западе и в мире вообще каких-то сдвигов в плане этической переоценки Достоевского? Может ли он так или иначе попасть под эту культуру отмены? Да, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. И, конечно, начну с Юрия Андруховича. Я хорошо знаю эту его цитату, но надо сказать, это 18-й год, то есть 2018 год, это интервью журнала «Краина». Мгм. И интересно, какой был задан вопрос. Ведь он не просто так сказал, он отвечал на вопрос. А вопрос был ни мало ни много вот такой. Когда следует ожидать развала России? Мгм. Это, конечно, была провокация украинскому писателю, но он на эту провокацию очень охотно поддался, надо сказать, с большим энтузиазмом. Он относится к русской культуре, к выдающимся ее достижениям, как к гуманитарному зонтику. Дескать, у России есть такой гуманитарный зонтик, он там говорит не только о Достоевском, он в этот гуманитарный зонтик ставит еще, вот смотрите, я специально записала, кого он ставит в этот гуманитарный зонтик. Он пишет так, отвечая на вопрос, когда развалится. Когда демократический западный мир перестанет верить в Достоевского, это, конечно, метафора, но вы даже не представляете, насколько это российское классическое культурное наследие весомый фактор продвижения России своих интересов на международной арене. Если бы миллионы людей на Земле не обожали Толстого, Чайковского, Достоевского, Чехова, Булгакова, Шостаковича, то от России уже бы давно совместными усилиями Запада избавились, словно гигантской опухоли на теле человечества. Но это ответ ужасный, плохой, отвратительный. Это не делает честь писателю Андруховичу, который все-таки человек культурный. Я, к сожалению, не читала, хотя я читаю на украинском языке свободно, я его изучала в школе и могла бы прочесть, но после этого мне не хочется его читать, честно вам скажу, потому что выражать такое совершенно бескультурное отношение. Что же касается Достоевского, которого он обвиняет в посредственности, во всех тех вещах, о которых он говорит, знаете, это настолько не ново. Мгм. Если бы Юрий Андрухович знал, что у него был один из самых могущественных предшественников в лице Владимира Ильича Ленина, он бы, наверное, спокойнее к этому относился, потому что те качества Достоевского, которые отмечал Владимир Ильич Ленин, ну, например, читая «Братья Карамазова», меня стошнило, писал Да, Ленин, да, да. особенно сцена в монастыре. Такую гадость, как «Преступление и наказание», такую мерзость, как «Беса» я читать не буду. И он выбрасывал эти книжки. Вот так, знаете, в глазах стоит виртуальная корзина, куда он все это бросал. У Андруховича были и такие мощные
предшественники, как, например, Максим Горький, который понимал, что уровень Достоевского по мастерству равен Шекспиру, это его цитата, но тем не менее идеологически он говорил о Достоевском как «озеро яда». А вот Луначарский, наш выдающийся нарком просвещения, ну тогда он был выдающимся, он говорил, что ну, изучать Достоевского, подражать Достоевскому, любить Достоевского общественно не гигиенично, тоже цитата. Так что, вы знаете, столько всего, я уж не говорю о том, какие были критики у Достоевского прижизненные. Революционно-демократическая пресса отправляла его в дурдом, то есть в сумасшедший дом. Она его всячески третировала, и Достоевский при жизни вынужден был все эти эпитеты, все эти слова, знаете, переживать и держаться мужественно, и он все это выдержал. Теперь, отвечая на ваш вопрос по поводу этого поколения ВОК и культуры отмены, я вам тоже скажу, знаете, это настолько не ново подло. Меня часто поражает наша современная культурология, которая говорит о культуре отмены, как о чем-то таком, знаете, вот дыхание нового, свежего воздуха. Это простой бойкот, простая, обычная обструкция, с которой мы знакомы много лет. Таким обструкциям, таким бойкотам подвергались все и всегда. Что нового в этом? Что обструкции стали подвергаться люди по совершенно причинам, ну, действительно новым. Там, например, любимейшая моя писательница Джоан Роллинг, я упивалась в свое время Гарри Поттером, я читала ее вместе со своим сыном, и потом уже с внучками, и все это было просто замечательная вещь. Там столько всего есть, и нравственного, и о дружбе, о любви, о том, как надо держаться среди чужих и среди своих. И вот Джоан Роллинг, которая посмела сказать, ну, пойти в противовес каким-то там гендерным делам, не буду сейчас это все цитировать, ее ввели врагом. Я видела картинку из хроники, как на книгах Гарри Поттера, это миллиардные тиражи Гарри Поттера имеют по всему миру, белилами закрашивает имя писательницы. То есть выходит книга «Гарри Поттер», а автора нет. Это абсолютно Советский Союз 30-х годов, когда закрашивали имена писателей невыгодных. Когда Достоевского арестовали в 1849 году, и он сидел уже в Петропавловской крепости, а в это время выходила его повесть «Неточка Незваного». Что было сделано издателем Краевским? Он просто выпустил, а там это не начало было, а было завершение повести, он выпустил эту повесть без фамилии автора. Так что какая культура отмены? Берут и отменяют. Неугодного, невыгодного, ничего нет нового. Все старое, ничего не выдумали. Вот так. Да, да, я согласен с вами, я согласен с вами. Биография Достоевский не первая ваша книга о Достоевском. Расскажите, пожалуйста, сколько книг о нем вы написали и отметьте несколько, на ваш взгляд, самых главных. Да, вы знаете, если, ну вот передо мной стоит вопрос, вы как писатель и переводчик прекрасно знаете, что книга начинает умножаться, удваиваться, утраиваться. Так вот, если не считать переизданий, а вот у меня случилось нечто. Вот в процессе юбилея, вот уже когда юбилей закончился, я вдруг получила предложение от издательства «Молодая гвардия», где вышла моя книга, на третье переиздание. Они вот, я уже договор подписала. И кроме того, они будут издавать моего Достоевского в обычной вот жизеловском виде, вот как вот он выглядит, вот так. Они еще будут его издавать в обычном формате, ну, как просто книжка, и нужно было другое заглавие. Я предложила несколько заглавий, и вот больше всего, знаете, им какое понравилось? Вот из моего эпиграфа, то есть из эпиграфа этой книги Василия Розанова «Достоевский всадник в пустыне с одним колчаном стрел, и капает кровь, куда попадает его стрела, Достоевский живет в нас, его музыка никогда не умрет». То есть выйдет еще одно издание с названием «Всадник в пустыне». Вот. Значит, если не считать переводов и не считать переизданий, то вообще-то у меня 10 книг о Достоевском. И еще 2, которые я очень ценю и очень люблю, и с огромным увлечением писала. Это вообще у меня была идея написать книги о людях из его ближайшего окружения, о тех, кого он любил.
А любил он 3 человек. Он любил своего брата Михаила, он любил Аполлинарию Суслову, о ней я написала книгу, и у него были очень сложные, интересные, такие манящие отношения с Николаем Спешневым. Вот о Спешневе я написала. Вот я книгу о Спешневе и об Аполлинарии Сусловой я причисляю к группе книг о Достоевском. Еще у меня был интереснейший опыт, вот я даже могу показать, вот маленькая книжечка, она вышла на японском языке, она называется «Удар романа Бесы». Это был для меня потрясающий опыт. Меня пригласили в Токио несколько лет назад, в 15 году, кажется, да, 15 на пресс-конференцию по роману «Бесы». Это был какой-то опыт странный. В Токио приезжаешь, и тебя встречает университет токийский, Токийский университет иностранных языков, профессор Икои Камияма, кстати, переводчик братьев Карамазовых, ваш коллега по переводам. Он перевел «Братья Карамазовы». Представляете, каким тиражом вышел этот перевод? 500 000 тираж. Вышел в Японии перевод «Братьев Карамазовых», новый его перевод, там уже был один перевод. Ну вот, и вот, значит, мы проводим пресс-конференцию, мне задают вопросы, переводят на японский язык, я на них отвечаю, затем я возвращаюсь домой, и я на протяжении почти года получаю письма от японских читателей, от тех, кто слышал пресс-конференцию, и я отвечаю на их вопросы. И Икои Камияма переводит это все на японский язык, и в конце года он мне говорит: Людмила, вы знаете, у нас получается книга, вы не против? Я говорю: нет, я не против. И вот выходит книга «Ответы, вопросы» о романе «Бесы», и так она и называется «Удар романа Бесы». Я тоже очень люблю эту книгу. Это для меня был прекрасный, интереснейший опыт. И, конечно, вот одна группа книг – это биография, это Федор Достоевский «Одоление демонов», где как раз история со Спешневым раскручивается вся. Это биография, вот ту, которую я написала, это «Удар романа Бесы», и группа книг, где Достоевский в искусстве, в культуре, в поэзии. Вот последняя моя книга, которая вышла, я даже могу сейчас вам показать, она называется вот «Достоевские предшественники». Это опыты биографического кинематографа, который занимается, интересуется русскими писателями-классиками. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Байрон, Лев Толстой и, конечно, Достоевский. Вот кинематограф, российский кинематограф начинал с биографии Пушкина, «Жизнь и смерть Пушкина». Фильм вышел, представляете, длительность этого фильма 5 минут и 3 секунды. Это было начало кинематографа. И вот как он развивался, и что такое биографические, вот байопики, как по-английски это говорят, что такое байопик, что это за жанр, как он относится к биографическому материалу, какие вольности он себе позволяет, какие есть пределы, какие допустимости есть. Вот подлинное и мнимое, потому что в этих байопиках так много мнимости, так много фейков, так много лжи, так много клеветы, это поражает просто. Это просто поражает. Вот. И моя задача была этот вопрос показать, насколько биография великих литературных судеб, вообще как великие литературные судьи представлены на кинематографе и на театре, что с ними делает современное визуальное искусство. Вот. Вот, это, в принципе, первая биография масштабная, такая масштабная биография Достоевского на славянском языке. Наши читатели его всегда любили читать, но вот сейчас первый раз сталкиваются с биографией. Важно ли читателю Достоевского знать его биографию? Ну, знаете, я бы обобщенно не отвечала на этот вопрос. Читатели разные. Какие-то вы можете с такими читателями быть знакомы, говорит, мне не важно, какой он был в жизни, мне не важно, на ком он там был женат, какие у него были дети, где он жил и как он жил, мне важно, что он написал. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это все не так. Человеку свойственно интересоваться другим человеком, тем более, если ты увлекаешься его стихами, его пьесами, его романами, тебе интересно узнать, кто он. Не зря это можно считать желтой прессой, можно как угодно это порицать, но людям свойственно интересоваться другими людьми,
этой самой стороной жизненной, биографической. Я как раз отношусь к тем читателям, а сейчас уже и литераторам, которым интересно знать о писателе все, максимально все. И вот это все, оно включает в себя так много, оно необозримо, этому всему нет предела, оно нигде никогда не кончается, и это страшно увлекательно. И понять, вот откуда, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Это стихи от Ахматовой. Но в данном случае интересно понимать, и из какого ссора, из какого жизненного материала выросло то, что в Достоевском было. Почему он стал таким, а не другим? Почему он не стал писателем, который сейчас забыли, а стал писателем, которого все помнят, и все это умножается. Знаете, он переведен на 200 языков, и это не прекращается. Поэтому все разговоры о том, что давайте забудем, давайте... Знаете, много есть у нас людей, я уж не буду говорить про заграничные читателей, про наших читателей. Ну, хватит уже Достоевского, ну, давайте уже забудем. Причем это говорят, знаете кто? Это говорят писатели. Им Достоевский немножко мешает. Вот эта величина, это его огромность, это непрекращающееся увлечение им, как-то им мешает. Я могу даже назвать имена. Вот есть писатель Акунин, Чхартшвили, интереснейший детективщик, я им тоже увлекалась, я его много читала. Но вот он написал роман «ФМ» в 2 томах. Да, да. ФМ, главный мотив. Ну, хватит Достоевского, хватит. Уже я есть, вот уже хватит. Уже мной займитесь. Вот точно Ну, так. это как раз очень понятно, Людмила Ивановна. Я вам могу сказать, потому что я переводчик. Достоевский, вот у меня, одного из ведущих переводчиков на славянских, ушло на Достоевского лет 5 работы. Вот прикиньте, сколько современных авторов я мог бы за это время перевести, если бы не отвлекаться на Достоевского. Реально, и не только Достоевский, но вся русская классика XIX века переводится больше, чем современная русская литература. И авторам, конечно, в какой-то степени обидно, и в какой-то степени можно понять, потому что там это уже мы делаем иногда вот 3-й перевод там Достоевского, им хочется, чтобы перевели их, потому что для них это тоже жизненно важно. То есть позиция понятна, но позиция наша тоже понятна, потому что это базовые тексты, без которых нельзя. На русской классике воспитываются поколения, которые в будущем потом будет любить русскую литературу, в том числе и современную. Да? Именно на этих классических текстах начинается знакомство с русской литературой. Так что вот у нас тоже выбора особого нет. Вот так получается. Хотел у вас спросить насчет еще биографии. Остались еще белые пятна биографии Достоевского. Какие остаются вызовы для последующих биографов? Да, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. А к предыдущему нашему с вами размышлению я бы только хотела сказать словами Порфирия Петровича из «Преступления и наказания». «Станьте солнцем, и вас все увидят». Да. Это тем писателям, которым не хватает славы и которые завидуют Достоевского, ревнуют к нему. Станьте солнцем. Вот. И вас заметит такой прекрасный переводчик, как Борут Крашевец, и вас переведет. Что же касается белых пятен, вы знаете, как раз вот в юбилейную страду еще загодя, немножко в 2018 году, было объявлено о том, что начинается большая программа вот я даже записала специально, значит, по поиску новых материалов к полной научной биографии Достоевского, которая будет включать разделы «Новые данные к летописи жизни и творчества», «Кто есть кто в окружении Достоевского», печатные архивные источники, библиографический указатель к переписке Достоевского, круг чтения Достоевского. Вот по таким темам объявлено, ну, такой даже клич брошен к ученым. И вот в процессе этого ответа, этого призыва, даже научный грант, Российский фундаментальный фонд научный опубликовал несколько работ, которые уже были проделаны. То есть, смотрите, в архивах Государственного литературного музея
и в других архивных источниках, где-то не в центральных, а в источниках. Вот ищутся материалы, что есть нового, что не опубликовано, что не задействовано, неизвестные воспоминания. И вот на эту тему уже издано несколько работ. Я их всех перечитала. Это работа моих коллег. Например, вот вышла такая работа «Подробности о куманинском наследстве» Достоевского. Вот. Наследство, из-за которого в последние дни жизни Достоевского пришла его родственница и стала там возмущаться, требовать от него. У Достоевского пошла горлом кровь. Конечно, это давно известная вещь, об этом есть переписка, об это есть. Но вот есть какие-то подробности. То есть сейчас речь идет о подробностях. Все, что я перечитала, нового, вышедшего у моих коллег вот по этому фонду РФФИ, оно интересно, оно добавляет. Знаете, это такие микродетали, которые от тебя требуют, значит, или нужно новую биографию писать, ну, примерно на 2000 страниц, на 3000 страниц. У меня скромная биография там на 900 страниц. Вот эти детали новооткрытые, они в этот размер, в этот формат, в эту плотность, они не вмещаются. Действительно, когда появляются какие-то новые, маленькие-маленькие крошечки, ценнейшие, конечно, их нужно знать, их нужно учитывать. Но если ты думаешь, как писать новую биографию, нужно добавлять эти капли, эти оттенки. Речь вообще идет об оттенках. То крупное, что могло бы быть найдено, вот, конечно, это переписка Достоевского с первой женой. Письма-то уничтожены Марьей Дмитриевной. Или письма Сусловой, которые из них только 3 вообще осталось, остального нет. Или многое другое, что мы знаем, что оно есть, что оно было, но оно не найдено, оно утрачено. Если бы оно нашлось, это был бы другой вопрос. Пока что ничего из этого не нашлось. Пока оно не найдено. Ну вот, сейчас ваша книга будет переиздаваться, как вы говорите. Вот. Вы будете там что-то менять в ней, или это будет такое же издание? Вот в том-то и дело, что я очень внимательно следила за тем, что появилось нового. Значит, если бы я взялась добавлять вот эти оттенки в те фрагменты, которые уже написаны, это была бы другая книга. Тогда равномерно нужно было подобавлять оттенков и во все другие части. Нет, Да, я понимаю. Это не вмещается. Это пока слишком такие частности. Это такие частности, микрочастности. Поэтому, повторяю, нужен другой формат тогда для книги, где бы, ну, понимаете, можно составить, например, список чтения Достоевского ребенка, Достоевского курсанта инженерного училища. Много. Я сознательно от чего-то, чем-то жертвовала, что-то опускала, потому что книга не может быть безразмерной, биографическая. Чем-то приходится жертвовать. Вообще, вы как писатель тоже знаете, что вы пишете роман или пишете какую-то книгу, вы должны иметь, помимо материала, который вы использовали в книге, большой запас прочности. Не знаю, у кого какие проценты, но вот есть процент, 2 части вы пишете, а 8 у вас остается в уме, в вашем багаже, в вашем черновике. Вот. Невозможно писать книгу, вот все, что вы знали, все туда вместить. Это неправильно. Надо оставлять запас прочности, чтобы она была, чтобы был такой каркас большой. Вот. Да, я согласен. Вот это была, между прочим, самая объемная книга из всех, которые я переводил в своей жизни. Вторая — «Братья Карамазовы». Ну, она ваша длиннее даже «Братьев Карамазовых». Я согласен с вами, надо делать селекцию, а то вас, наверное, и так ограничивали в самом издательстве, потому что... Нет, вы знаете, меня издательство не ограничивало. Просто у меня перед этой книгой был Солженицын. Солженицын был почти на 1000 страниц. И меня попросили в издательстве, пожалуйста, не делайте Достоевского больше, чем Солженицына. Потому что не по каким-то идеологическим соображениям, просто хотя это крупное издательство и у них мощная техническая база, обложка не держит. Да. Она вырвется, книга из обложки вырвется больше, чем 1000 страниц, она рассыпется. Но вот я сделала немножко меньше. И знаете почему? Все-таки Солженицын прожил без нескольких месяцев 90 лет,
то есть Солженицын, а Достоевский без нескольких месяцев 60 лет, то есть на 30 лет меньше. И вот, Мгм. учитывая это обстоятельство, я все-таки сделала книгу о Достоевском на тоже страниц на 90 меньше. И, Мгм. понимаете, проводя селекцию, отбирая материал важный, менее важный, частичный, оттеночный такой. Вот, знаете, есть краски, где основные, а есть оттенки. Хотя тянет, конечно, все вместить, запихать Мгм. и это, но нужно брать себя в руки и очень тщательно Да, да, я согласен. э, Но, тем не менее, речь идет тут не только о фактической биографии, но и о духовной биографии. Когда говорим о таком человеке, как Достоевский, это неотделимо. И вы ведь не ограничивались фактами, но попытались это соединить, его биографию с интерпретацией его текстов, хотя бы крупных романов. Конечно, ну, понимаете, совершенно не хотела писать бытовую биографию. Биографию, то есть жизнь Достоевского в повседневности. Это очень интересно, как он одевался, какие напитки он любил, понимаете, как он играл на рулетке, хотя это очень интересно, хотя рулетка дала роман «Игрок», она дала массу вообще вещей интереснейших. Я этим занималась усердно и с огромным интересом. И я, по-моему, вам рассказывала уже, что я сама попробовала этот порог на себе испробовать в Баден-Бадене, куда я была на конференции. И у меня была задача преодолеть зеро. Бедный Федор Михайлович его никогда, ни разу в жизни не преодолел. Он мечтал выиграть на зеро, где выигрыш увеличивается в 38 раз сразу. Ему ни разу это не удалось. Он приходил в казино, вот в это самое Баден-Баденское, где была у нас конференция. Он становился у стола, уже не имея ни копейки денег, никаких, ни флоринов, ни цехинов, ничего. Он смотрел на зеро и мысленно выиграл. Это было страшное искушение, мучительное для человека. Понимаете, вот он ставит мысленно, что вот сейчас будет зеро. Он фишку не поставил, денег нет, но вот тот процесс игры, который он в уме зафиксировал, им владел, он выигрывал почти всегда мысленно. Это было страшное, кошмарное искушение для игрока. А как только он брал в руки деньги, у него все уходило. И вот я тоже пришла в Баденское казино, я играла по науке, как так сказать, то есть вот как он таким неофитом рассказывал, что вот надо делать так, ставить на красное, на черное, на большие цифры. И у меня действительно за пару часов у меня набралось полные ладони фишек, и это были большие деньги. Но у меня не была задача выиграть деньги и унести с собой в гостиницу. У меня была Мгм. задача преодолеть зеро. Ну и И вот как получилось? получилось, как у него. За 10 минут все мои накопления, все мои выигрыши ушли мгновенно. Я поставила один раз на зеро, ушла половина денег. Я поставила второй раз упрямо на зеро, ушла вторая половина денег. Потом я одолжила еще 10, ну, там фишка была на 10 единиц денег. Мгм. Одолжила у коллеги, он мне дал с удивлением, у тебя же только что много было денег, одолжила, и то ушло. В общем, я зеро Мгм. не преодолела, я Федору Михайловичу не помогла, то есть так мы остались в проигрыше. Но зато я испытала это чувство, чувство игры, чувство азарта. И знаете еще какое чувство я испытала? Когда у тебя в руках большой выигрыш, вдруг тебя начинают окружать люди, твои друзья, незнакомые люди, они к тебе прицепляются хвостом, они тебе смотрят в глаза, они тебе стул подставляют, они тебе приносят бокал шампанского, а там носили вот это, все эти бокалы. И они, все, это у тебя целая свита образуется. Это была поразительная вообще вещь. И вот как только я проигралась, они все растворились куда-то, и всех не стало вокруг меня. Да, да, вот Это видите. очень смешное было дело, да. Урок жизни. Урок жизни был, да. Я Да. в Москве, в России никогда не играла, мне не было никакой цели такой не было. Мгм. Вот. А в Висбадене, вот, в Висбаден у меня был опыт, и вот Баден-Баден, да.
Вот два Да. опыта у меня было. Вот это очень интересно. Один из моментов, который меня очень поразил в вашей биографии касательно Достоевского, это было его отношение к деньгам. Он был удивительно, невероятно бестолковый совершенно. Получал и сразу все уходило. Фактически его выручали всегда, как я понимаю, брат и потом жена позже, по жизни, чтобы хоть как-то сложилось все это. Это было удивительно. Да, деньги у него уходили мгновенно, они таяли, он был всегда это, понимаете, к тому же у него не было ничего, на что можно было бы положиться, ни имения, ни наследства. Все мгновенно было, знаете, на ветер все ушло. Он в этом смысле был крайне непрактичен. И его работа была, вот почему это называется система всегдашнего долга. Мгм. Это поразительно, это все, особенно, знаете, женщине, которая должна вести хозяйство, думать о детях, о том, что будет ли на столе еда, что будет в холодильнике, вообще какой-то запас иметь. Это очень трудная у него была жизнь, потому что, ну вот смотрите, очень простая вещь. Он начинает писать роман. Он без аванса не может ничего начать. Сейчас слово «аванс» наши издатели, я не знаю, как на Западе, но и на Западе тоже у меня есть опыт общения с западными издателями, небольшой, но есть. Там тоже слово «аванс» не любят особенно, не любят. А уж сегодня в России слово «аванс» даже не произносится. Никто не знает, что такое аванс. Или забыли, что такое аванс. Достоевский не мог работать иначе, чем если ему не дали вперед денег. Он начинал, это уже был долг. Он брал у издателя в долг какой-то в виде аванса. Потом он начинал работать. Работа, которая была назначена на год, она в год не помещалась. Денег не хватало, ему давали новый аванс, второй аванс, третий аванс. Так было с издателем Катковым, «Русский вестник» и «Московские ведомости». В «Русском вестнике». Благодаря «Русскому вестнику» Достоевский вообще выжил. Не фигурально, а буквально. Вот ему давали первый аванс, второй аванс, третий аванс. Когда, наконец, он роман заканчивал и с ним производили полный расчет, оказалось, что он ничего не заработал, потому что все эти авансы, они уже вот были тем гонораром, который он взял у издателя. У него ничего не оставалось. Первый роман, за который он получил небольшую сумму денег после расчета, это был роман «Бесы». Это уже был 73-й год, когда он, беря один аванс, второй аванс и так далее, система всегдашнего долга, под расчет ему немножко осталось денег. Вот так вот он работал, так он жил. А без аванса он даже не мог начать ничего, потому что Да, да. литературный пролетарий, который мог рассчитывать только на свой литературный заработок. Видите, у него Да. не было грантов, у него не было стипендий, у него не было ничего такого, у него не было такого, как у Гоголя, который получил от Николая I большую, очень большую, ну, пенсион, это не пенсион, это, мы бы сейчас сказали, это грант был или стипендия, большая, крупная, 3000 рублей тогда. Вот Гоголь их получил, тоже выжил благодаря этому. А Достоевскому не было такой помощи. Да, да. Но оказывается, что в этом может быть есть и счастье, поскольку, как мы сейчас, как вы рассказали, он не мог писать, когда он был обеспечен, без этой системы постоянного Да, долга, верно? Он, может, и не написал бы того, что написал, если бы его завалили грантами всякими. Конечно, конечно. Вот смотрите, 1867 год – это эпицентр его сумасшествия игорного, когда они живут в Германии с Анной Григорьевной, когда он проигрывается страшно, когда приходят к Анне Григорьевне в гостиницу агенты, как бы сегодня называются коллекторы. Вот приходят люди, которые хотят взыскать долг. Вот он всем должен. Денег нету, платить нечем. Приходят в дом люди специальные и начинают смотреть, что можно взять. Взять нечего. Взять можно только шерстяную шаль Анны Григорьевны. Она с себя снимает эту шерстяную шаль, и они смотрят на ее шерстяную юбку. И какая-то остатки совести не позволили им с нее юбку снять, шерсть.
Вот такие были вещи. Он продал свое зимнее пальто, он продал, отдал за долг обручальные кольца, все украшения Анны Григорьевны, которые сам же ей когда-то подарил, он все это отдал. Более того, были более страшные вещи. Его первый крупный выигрыш в Висбадене, он получил крупные деньги, и он честно отослал еще своей первой жене, которая в это время была во Владимире, отослал весь выигрыш. Через день он приходит в казино, и он страшно проигрался, ничего не осталось, ни копейки. И он пишет письмо ее сестре Варваре Дмитриевне: «Душенька, дорогая, голубушка, не сердись на меня, пришли мне половину обратно». Это была мучительная вещь. Знаете, дать жене на лекарства, на жизнь, на еду, на все, и потом попросить обратно. Это мучительно, унизительно, стыдно. Вот этот весь стыд он испытал на себе, прочувствовал. Она ему прислала, конечно, он их тут же проиграл. То есть это кошмар вообще, во все это входить. Как выдержала бедная Анна Григорьевна эти все 10 лет. Причем, знаете, что случилось? Случилось нечто, что бывает редко с писателями. Это такой, знаете, принцип наведения на себя. Вот человек напишет роман, в нем всякие ужасы и страсти, и, как правило, он должен освободиться от того, что он уже пережил. Это, как правило, это обычное дело. А у Достоевского получалось другое. Он попробовал немножко, чуть-чуть игры, он написал роман «Игрок». Еще тогда с ним не было этого игорного безудержа, этого безумия, этой бездны. И вот после романа «Игрок» с ним это все и началось в таком крупном масштабе, какого в романе нету. Он испытал гораздо больше того, что испытал его персонаж Алексей Иванович. Он навел на себя этот ужас. И он его так испытал, как никто в России, мне кажется. Да, да. Ну, это наведение на себя, это нередкое явление все-таки в литературе. То же самое можно было бы отметить у Лермонтова, у Толстого даже в «Крейцеровой сонате». То Конечно. есть тут что-то есть такое. Хотел еще по поводу вот этих денег и авторских гонораров у Достоевского. Там, как известно, были они очень неодинаковые, неравны, если сравнивать с Тургеневым, с Толстым. Многие пользовались его положением, да? Конечно, конечно. И ему было это очень обидно. И это в письмах видно, по письмам видно. И когда он говорит, что ну да, конечно, я бедняк, у меня нет имения, у меня нет никакого запаса, у меня нет ничего, на что я мог бы жить. И эти издатели, к которым он относился, проприетеры, он их называл, акулы, они знают, что я беден, они знают, что мне негде взять, не знают, что я все равно к ним приду, приползу, попрошу, буду умолять. И поэтому они дают меньше. Понимаете, если ставка Толстого, вот смотрите, одновременно выходит роман «Подросток» и роман «Война и мир», и роман Анна Каренина. Это вещи, которые печатались параллельно. И, конечно, Достоевский ревниво смотрел на Анну Каренину, которая печатается вот в то же самое время, только в другом месте. Вот. А Толстой получает 500 рублей за лист, это большие деньги. А еле-еле Некрасов, который уже оценил наконец-то Достоевского, он дает ему 250, и это было много, потому что в других местах и раньше ему давали 125 рублей за лист. Это было очень обидно и унизительно для него. Неужели я уж так плохо? Он прямо писал, неужели я так плохо пишу? Неужели так хуже у меня получается, чем... И он это было и унижение, и страдание, и это не была жадность. Вы же знаете, как он с деньгами поступал, направо и налево, раздавал бесконечно. Раздавал, у него просили, и он просил. Вот. И вообще движение денег – это страшно интересная тема. Вот он одолжил у своего друга, у поэта Плещеева, он одолжил еще в начале 60-х, он одолжил крупную сумму денег, 1000 рублей, и он смог отдать ему этот долг спустя 20 лет перед смертью. И это были те же самые деньги. Не было инфляции, они никак не выросли. Это были те же самые деньги. Я когда занималась движениями денег, я страшно много интересного узнала. Вот.
И это правда, это можно написать отдельную работу. Вот Да, такие да. Но он и сам конечно, писал о деньгах очень много в своих романах. Это конечно, такой конечно. сюжетообразующий фактор. Абсолютно, абсолютно. И вы знаете, вот тема денег у Достоевского – это не постыдная тема, это не Мгм. меркантильность, это не алчность, это не, как бы это сказать, это не какое-то такое унылое мещанство, деньги, 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 деньги. Нет, Мгм. это был воздух жизни, буквально, это еда была, понимаете? Ведь Да, известно, да. что он жил в немецких гостиницах, а немцы народ очень такой внимательный. Если они видят, что писателю нечем платить, они ему чай бесплатно подавался. Но они видели, что он не заплатил за номер, они ему переставали носить чай. И он из гордости, он уходил из номера и целый день шатался по городу бесцельно, чтобы только они не узнали, что он не обедает, а у него не было денег пойти куда-нибудь в кафе или в ресторан и пообедать. Он ходил голодным по городу, возвращался, и эти немцы думали, что он таки где-то поел, потому что представить себе, что он ходил 5 часов по городу не емши, было трудно. Вот. А он таким образом сохранял свое некоторое достоинство, что он ходил голодный, но Да, немцы да. узнавали. Вот такие были вещи. Это, конечно, это все, знаете, это все материал к его судьбе, к его характеру, к его романам, в конце концов. Достоевский знал, что такое быть голодным. Вот же в чем дело. Да, да, да. Что такое Совершенно верно. Но быть тем без не голода. менее, со временем, с годами, его вторая жена, Анна Григорьевна, наладила некоторый быт чисто семейный, Конечно. что, да, Анна Григорьевна наполовину шведка. Она понимала, что семья, что дети, что дом, что еда, что в доме все было, чтобы... И Анна Григорьевна, знаете, вот ее дневник 1767 года, когда она молоденькая еще, и потом ее воспоминания, когда она уже взрослая женщина, уже после всего, дают вообще потрясающий материал. Вот дневник 1867 года, неопытная, наивная девочка, она пишет: Федор Михайлович, вот они приходили в магазины, и он покупал себе одежду, жилеты, рубашки, а ей не покупал. Она страшно обижалась. Или как он ее ругал, что она ест много шоколада, у тебя прыщики от этого будут. Она обижалась на него. Потом, когда уже она стала взрослой, уже его не стало, и она стала писать воспоминания, она пользовалась своим дневником, она его весь переделала, с точностью да наоборот. Она вымарывала все свои обиды, и теперь она писала: мы приходили в магазин с Федором Михайловичем, он себе ничего не покупал, он мне все покупал. Это, да, это, да, да. это поразительно было. Знаете, она так его любила, она так его ценила, что она не хотела, чтобы никакого пятнышка не оставалось на нем. Она его воспроизводила, их жизнь, так, как она хотела бы, чтобы это было. Да, Вот. да. А коварные стенографистки, коварные все эти люди порасшифровывали все эти записи в ультракрасном, в ультрафиолетовом, все эти ее расшифровки, все это выяснили и сравнили, как Анна Григорьевна переделывала их жизнь Да, да. с плохого на хорошее. Но это делает ей честь только, понимаете? Конечно. Вот мы с вами разговаривали о главных женщинах Достоевского в отдельности. Их было трое. То есть первая жена Мария Дмитриевна Исаева, Аполлинария Суслова, любовница, и вторая жена Анна Сниткина. Вот они, если посмотреть на них вместе, ну, совершенно разные, как мне кажется. Или у них все-таки есть что-то общее. Вы их могли бы объединить какой-то общей чертой? Потому что у меня не получается. Вы знаете, я думаю, что это был разный опыт Федора Михайловича, и тем Мгм. был для него очень дорог. Это был принципиально разный опыт. Понимаете, если бы он имел связи или там имел интерес к женщинам одного и того же типа, это был бы не Федор Михайлович. Да, да, да. У него герои разного типа, у него мужчины совершенно разные. Вот скажите, Кириллова, Мгм. Ставрогина и Шатова, это же три совершенно разные породы людей. Ставрогин и Шатов.
Это разные породы людей. Да. Столыпин и Петр Степанович Верховенский, или его отец Степан Трофимович Верховенский. Достоевского интересовало разнообразие. И так получилось, что и женщины у него были разные. И ему В просто... жизни, кстати, в жизни, да, разные. Но если взять его персонажи, мне кажется, все-таки как раз там можно... там есть некоторая однотипность, нет? Вот это Если взять персонажей. Вот. Конечно, если взять женских персонажей, то однотипность видится только по вот этой самой инфернальности. По Инфернальность, да. инфернальности, да, женщина... Ведь ни одной нет... У Достоевского нет в его произведениях ни одной счастливой женщины. Благополучной, довольной собой, успешной по нынешним терминам, которая живет свою жизнь хорошо, достойно. Нету. Они у него все несчастные. Вот если что-то и объединяет женских персонажей у Достоевского, это общее несчастье. Оно может быть разное, оно может быть разного качества и от разных причин, но несчастье это женское. Да. Женское несчастье – это специфическое несчастье. Мужское несчастье имеет один профиль, а женское несчастье имеет другой профиль. Мужчины несчастны вряд ли от любви. Мужчин не так страшно, их несчастная любовь вводит в катастрофу. А несчастные женщины, как правило, любовь, как правило, неудачная жизнь, как правило, неудачный партнер, как правило, неудачный муж или возлюбленный. Мне кажется, его счастливые люди вообще не очень-то интересовали. Помнится его отзывы об Степане Трофимовиче из Анны Карениной. Его даже раздражал такой тип счастливого человека. Он считал его пошлым, неинтересным. Да. Это так. Но видите, и несчастная Анна Каренина Достоевского тоже, я бы даже сказала, не то, что раздражала, она его возмущала. Вот я немножко занималась этой проблемой, как Достоевский воспринимает роман Толстого «Анну Каренину». Тут была некоторым родом и ревность, потому что он в это время писал подростка, и на подростка мало обращали внимание. Даже его друзья близкие, Майков и Страхов, им всем хотелось говорить об Анне Карениной. А его подростки, они молчали, не говорили. Ему это было, обидно. И он ревновал, конечно. Но Анна Каренина его возмущала всем своим существом. Достаточно почитать его статьи из дневника писателя. Там Анна Каренина... Ведь почему Достоевский хотел и мечтал, и писал, что лучше бы Анна Каренина, роман был закончен в том месте, где у ее... когда она болеет, вот родовая горячка, у ее постели собирается Вронский и Каренин, и вот они подают друг другу руку, они ее прощают. Вот она должна была умереть в этом месте. Достоевский хотел, чтобы она умерла в этот момент. Вот все дальнейшее, она выздоравливает, они едут в Италию с любовником, все у них хорошо, счастье, потом начинается весь ужас, ужас остывания любви, ужас непонимания, ужас. Тогда было не остывание любви, а любовь, это было для Вронского стало обыденностью. Вот это обытовление, обыденность любви была для нее непереносима, а Достоевскому было это все читать непереносимо. И вот если он написал, что лучше бы она умерла в этот момент, был бы прекрасный роман. Да, но его отношение к этому роману уже развивалось, потому что он его читал постепенно, как все остальные. То есть про Левина, по-моему, тоже менялось отношение. Сначала он его считал простачком, а потом уже стал по-другому про него писать, когда вышли последняя часть Анны Карениной. Да. У Достоевского была интересная переписка с такой писательницей Алчевской, которая очень любила роман Анна Каренина, и она все время просила у Федора Михайловича: напишите про Анну Каренину, напишите про этот роман. Она же ожидала восторгов, она ожидала чувств, она ожидала признания, а Достоевский не мог из себя этого выжить. И она говорит: ну как же так, если вы не напишете об этом романе, ну что подумают читатели? Читатели же будут в недоумении. И он из себя выжил буквально, выдавил из себя эти слова, и это было не то, что Алчевская хотела слышать. Вот. Это было для Достоевского мучительное произведение.
И судьба Анны Карениной, и судьба этого романа, и все, что с ним связано. Да, да. А я когда занималась экранизацией, вот в этой своей книге «Литературная классика в соблазне экранизации», я там разобрала 34 экранизации. Во всем мире их есть 34 экранизации Анны Карениной. Это вообще вещь поразительная, уникальная. Это нет такой страны, крупной читающей страны, в Латинской Америке, в Европе, в Азии, в Индии, в Японии, где хотите, чтобы не читали роман Анны Карениной, чтобы его не экранизировали. И всех это роман продолжает будоражить, и все продолжают сходить с ума. И это не заканчивается. Вот опять же, не заканчивается. Сейчас идет новая экранизация. Я знаю о том, что она планируется в России, новая экранизация. При том, что экранизаторы, артисты, режиссеры, они не знают, как им решить эту проблему. Как им относиться к Анне Карениной, как грешнице или как праведнице. Вот что с ней сделать, наказать ее или простить ее. А вы знаете, вот экранизация Анны Карениной, например, в Голливуде, выдающаяся, конечно, по-моему, лучше Анна Каренина, это Грета Гарбо. Я смотрела все фильмы с ней. Так вот, с Гретой Гарбо была сделана экранизация для Европы отдельно, где она под поезд таки идет и ложится под поезд и погибает. А для Америки, Америка сказала, не-не-не, никаких у нас поездов. Да, интересно. Она должна, значит, а что они делают? У них там экранизация. Благополучно своей смертью умирает Каренин, ну, от своих естественных причин. А Анна Каренина, уже будучи вдовой, она выходит замуж за Вронского, они находят Сережу Каренина, который уже там в военном училище, и все, семья объединяется, живут счастливо. Вот такой хэппи-энд был сделан американским кинематографом с Анной Карениной. Поэтому, видите, оказалось, что с Анной Карениной можно делать все. Вот. Да, да. Как и вообще, можно все делать. Не, но это уже чересчур, то, что американцы тогда сделали, я считаю. Это Ну, я хорошо, не могу. а разве не чересчур то, что сделан Кудзея, вот известный роман «Осень в Петербурге»? Конечно, я его прочитала, я его сейчас вот буквально недавно перечитывала. Это же кошмар. Вы знаете, переводчик этого романа, замечательный переводчик, ваш коллега Сергей Ильин, я его хорошо знаю по переводам из Набокова, вот роман «Ада» он блистательно перевел. Так вот, Сергей Ильин, он был переводчиком Кудзея. И вот он сделал там примечательное замечание. В самом конце перевода 2 строчки от переводчика. Павел Александрович Исаев благополучно прожил до 1900 года и умер своей смертью. А что у Кудзея мы видим? Мы видим у Кудзея, что Павел Исаев, что Достоевский приезжает в Петербург, узнав о смерти своего пасынка, и что этот пасынок оказался приятелем Нечаева, и там Нечаев появляется, и вообще какая чепуха. Вот все это. Это, конечно... Хорошо, вот вопрос в связи с этим. Вот, как вы относитесь к литературным произведениям, которых материалом становится сама жизнь Достоевского? Были вот такие попытки, вот сейчас одну упомянули. Были еще другие, были удачные, на ваш взгляд? Ну, знаете, удачная попытка может заключаться в чем, если жизнь Достоевского и образ Достоевского интересует автора, то ли это роман, то ли это экранизатор, интересует его, ну, бескорыстно, как бы это сказать, он хочет показать Достоевского, каким он был. Знаете, есть такая тема, как все было на самом деле. Если это интересует автора, он будет заниматься одним способом. Если его это не интересует, он хочет себя показать, он хочет показать свою фантазию, свою выдумку, свои... Мне всегда хочется сказать, и не только мне, а многим другим, ну, возьмите персонажа, изобретите героя, вымышленное лицо, и делайте с ним что хотите. Пускай Иван Иванович Иванов или там Отто Емельевич Шмидт приезжает в Петербург и узнает о смерти своего... Зачем вы берете Достоевского? Зачем вы делаете заведомую ложь, клевету? Ну, может, это своего рода диалог с Достоевским, диалог писателя с писателем. Если бы Достоевский мог ему ответить,
Это Он был бы ему диалог. непременно ответил, я не сомневаюсь. А это не диалог, это ведь и при жизни Достоевского были такие фокусы французские. Да, да, там было очень, да. Вот Да, расскажите про тот случай, когда написали его биографию при его жизни, в которой он умер уже. да, написали биографию про его жизнь, написали, что он был подпольщиком, заговорщиком. И, понимаете, и это настолько была сделана подлость, она была, заключалась еще в том, что читающие люди, когда смотрят, Достоевский в подполье к заговорщикам ходит, что-то там делает, он же и так был преследуем. Его только в 1975 году его освободили от полицейского надзора. Это добавляло только, понимаете, само предположение, что Достоевский может быть даже художественным образом, он может быть причислен к заговорщикам сегодняшним. Это полицию наводило на размышления. Да, это же не зря, это не напрасно его так вот показали. Это, ну, клевета, понимаете, но я читала где-то, что еще Александр Македонский, древний наш великий человек, говорил, что клевещите, клевещите, от клеветы что-нибудь да останется. Клевета Да, не да. проходит бесследно, она оставляет следы. Вот эти следы ужасны. И Достоевский писал возмущенные письма, он требовал опровержения. Никто, конечно, этого не стал делать. Так и Кудзей. Мне бы хотелось сказать, слушай, дорогой друг, он, конечно, Нобелевскую премию получил, слава богу, не за это. Не за это безобразие. Но ты дуэлянт, но с негодными средствами. Тебе не может ответить твой обидчик. Достоевского уже нет, и некому заступиться за него, некому сказать, слушай, дорогой, что ты придумываешь? Там, причем там очень эротическая тема сильна, там он такое, знаете, вожделение испытывает, там все время нам Матреша нам прессовывает. Вот Матреша, дочь хозяйки, с которой он таки вступил в сожительство. Да, я читал эту книгу, я Да, знаю. да, 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 да. И там все время Матреша возникает. Вот она прошла, вот он посмотрел, вот Матреша это, вот Матреша то. И у читателя возникает такая тревога. Ну хорошо, Матреша, это же Матреша из исповеди Ставрогина. Что, будет или не будет у Достоевского с этой девочкой? Будет. Понимаете, читателя толкают на думанье об этом, об Матрёше, с Да, да, которой да. у Достоевского может случиться грех. И наверняка у многих читателей разочарование наступает, что все-таки вот не случилось, а вот было близко, вот почти. Вот уже она села на кровать к нему, вот он уже подошел, вот он уже увидел, вот уже окликнул. Ой, это вещь отвратительно ужасная, мне кажется. Бедный Кудзея. Чем он занят? Чем заняты его мысли? Знаете, мне кажется, что этот роман «Осень в Петербурге», он гораздо больше говорит о самом Кудзее, чем о Достоевском, конечно. Конечно, конечно. Я воспринимаю, нет, ну именно как его работу и своего рода диалог с Достоевским, работа над этим материалом, то есть я его читаю в кавычках. Я считаю, что такую литературу надо читать в кавычках. Вам как раз эти кавычки, наверное, сложно поставить, потому что вы слишком хорошо знаете лично, у вас личные отношения с Федором Михайловичем Достоевским. Вам это безумно сложно, я думаю. И поэтому вас, наверное, возмущают любые попытки сделать из его жизни материал для художественного произведения. Или вы все-таки видели, которые вас не возмутили? Там? Смотрите, значит, я вот в этой последней книге я проанализировала и посмотрела все биографические картины о Достоевском. Первый из них – это «Мертвый дом». Это 1932 год. Фильм называется «Мертвый дом». Это, с одной стороны, и частично, можно сказать, экранизация книги «Записки из мертвого дома». И, конечно, Достоевский, потому что там начинается с его ареста и кончается уже его последними годами. То есть в каком-то смысле это первый биографический фильм о Достоевского, сделанный под конвоем, сделанный по рецепту, по сценарию Виктора Шкловского. Но я могу только назвать одну, я подробно его разобрала, мне неловко сейчас все это рассказывать. Вот только одну деталь. Советский кинематограф так хотел очернить дореволюционное прошлое, так нужно было сказать о зверствах царского режима, что бедного Федора Михайловича, когда его арестовали, посадили и присудили ему Сибирь, то в декабре
1949 года, когда их вывозят уже, всех петрошевцев вывозят из Петропавловской крепости, реально их везли 17 дней на этап, был не пешеходный, разумеется, из Петербурга в Тобольск нужно было идти месяца 4 пешком, и они бы все погибли, потому что это была лютая зима, в Тобольске было под 40 градусов, вот вся эта дорога 40 градусов мороза, а фильм «Мертвый дом» пускает Достоевского пешком в ножных кандалах, и они идут пешком. И вот в фильме показано, вот они идут зимой, потом идут весной, потом идут летом, и только к осени они пешком, ноги стертые до крови, в лохмотьях, они приходят в Тобольск. Но это не безумие ли? Понимаете, и получается, что? Что не царский режим, не Николай I и его сатрапы обрекли петрошевцев на такой ужасный этап, а советские кинематографисты послали Достоевского пешком по Сибири, в холод, в мороз, пешком по дороге. Вот что получается. И это ужасные вещи вообще. Понимаете, вот Достоевский. Зачем это было сделано? Чтобы наказать царскую Россию. Вот какая она была жестокая, зверская, ужасная. А на самом деле Достоевский... И почему? Это же не то, что неизвестно. Достоевский написал об этом в письме брату, как они ехали, как они останавливались. Им было холодно, но они отогревались в комнатах, их поили горячим чаем. Да. И самое интересное, что он уезжал больным, а эта дорога его оздоровила. Крепкие сибирские морозы его оздоровили. Он приехал здоровым в Тобольск. Вот. Зачем это было сделано, когда известно, как было на самом деле? Понимаете, когда неизвестно, как было на самом деле, люди могут придумывать. Может быть, имеют на это право. Но когда они точно знали, как все было, по письмам, и делают наоборот, ухудшают. Зачем вы ухудшаете положение каторжника Достоевского? Ну и так было... Ну, там как раз понятно, зачем. Это была сознательная манипуляция идеологическая. Сознательная манипуляция, Да. совершенно верно. Идеологическая, чтобы наказать Россию царского режима. Вот как она поступала со своими арестантами. А она поступала все-таки в человеческом формате. Она понимала, что люди замерзнут, им надо было наказать, а не убить. Цель была наказать, а не убить. А советский кинематограф убивал Достоевского. Зачем? Вот мое отношение к этому такое. Людмила Ивановна, наше время на исходе. Я бы вас поблагодарил сначала за очень интересную беседу. Мы обсудили многие темы, которые я даже не ожидал. И заодно я бы вас попросил сказать несколько слов напутственных славянским читателям Достоевского, вашей биографии, обратиться к ним напрямую. Да, уважаемые читатели словенцы, мне очень лестно вообще, что в Словении перевели мою книгу. Это говорит не о том, что есть интерес к моей книге, а есть интерес к Достоевскому. Я очень бы хотела, чтобы вы Достоевского читали с добрым чувством, с чувством огромности этого человека, этого писателя, с чувством того, что он дарит всем нам так много, чего мы даже и не ожидали получить в своей жизни. Вот. Очень вам этого всего желаю. Спасибо большое.